Без него Чебоксары, которые теперь называют «жемчужиной Поволжья», могли навсегда остаться заштатным городом. Он добивался полномасштабного развития, ездил, пробивал, доказывал, смотрел на годы вперед, и именно он предложил сделать проспект Тракторостроителей магистралью с 8-полосным движением. А ведь тогда никто и предположить не мог, что когда-то наступит транспортный бум, и проспект Тракторостроителей останется чуть ли не единственной дорогой без пробок. 105 лет назад в бедной семье в деревне Тайбо-Таушево появился на свет ребенок. Мальчика назвали Семеном. С малых лет он мечтал стать скрипачом. Со временем отец достал ему маленькую скрипку, и он научился играть без всякой музыкальной грамоты. О своем детстве Семен Матвеевич вспоминал так. «Я из крестьян. Родители мои были тружениками. Родился в 1915 году. Отца тогда мобилизовали на фронт, а у матери на руках осталось 5 детей. Перенес голод в прямом смысле слова. Люди в нашей деревне умирали каждый день. 5 лет я самовольно пошел в школу, учился хорошо и охотно. Но школу пришлось оставить. Ученики не могли питаться в бесплатной столовой, где ежедневно кормили лапшой и кусочком хлеба. 3-летнюю сестренку сюда не пускали, поэтому Семен съедал лапшу, а хлеб оставлял для Али. Глава семейства работал на земле. Зимой ездил в Симбирск извозничать. Раз в 1,5 месяца заезжал домой, но заработанных денег не хватало. Выручала болтушка из-за лебеды. У детей не было сил на игры, поэтому они лежали на палатях. Мать Семена Матвеевича часто причитала: «Ведь умрешь, умрешь, как мне жить без тебя?» Судьба смилостивилась, и в 1924 году Семен снова пошел в школу, а в 17 лет уже начал преподавать в начальных классах. Он закончил юридический факультет Казанского государственного университета, потом закончил там аспирантуру. В 1939 году Семен Матвеевич поступил в высшую партийную школу при Центральном комитете Всероссийской коммунистической партии большевиков. Когда я работал в университете, работал молодой человек из Ульяновской области, где родина Ислюкова. Он говорит, у него не Ислюков фамилия. Он говорит, у него фамилия Ислі. И говорит, когда рекомендовали высшую партийную школу, секретарь райкома сказал, как? Не поймут, Ислі, что за фамилия? Ислюков. Очень много рассказывал, конечно, про свою юность. Он рассказывал, что ему хотелось призваться на фронт. Но его не призвали на фронт, а отправили в Чувашскую республику и сказали, что ты там пригодишься. В августе 1941 года Семен Матвеевич прибыл в Чебоксары. С этого времени вся его дальнейшая жизнь и деятельность были посвящены делу развития экономики и культуры Чувашской АССР. Чувашия направила на фронт тысячи сыновей и дочерей. За годы Великой Отечественной войны в республике подготовили более 75,5 тысяч бойцов, в том числе 13 658 снайперов, минометчиков, пулеметчиков, истребителей танков, многие из которых также пали смертью храбрых на поле боя. Крупные промышленные предприятия перестраивались для нужд фронта, трудящиеся работали в несколько смен. Семен Матвеевич, будучи в городском комитете партии, он очень плотно этим занимался. 28 предприятий было направлено, эвакуировано из прифронтовых районов здесь, сюда, в Чебоксары. Часть там цехов по ведомственным предприятиям разместили, а практически на базе этих цехов, приехавших, эвакуированных в город, сформировались новые заводы, новые предприятия. Электроаппаратный завод на базе Хемзова, Харьковского завода, электроаппаратный завод. Потом ткацкая фабрика, предельная фабрика, обувная, табачная фабрика. В общем, целые предприятия. В 1943 году в Чебоксары был эвакуирован Харьковский электромеханический завод. Запустить сложное производство на новом месте было равносильно подвигу. Огромная тяжесть легла на плечи тогдашних руководителей Чувашии, включая и Семена Матвеевича.
занимавшего пост секретаря Чебоксарского горкома партии по промышленности. Партийный вожак, которому не было и 30, дневал и ночевал на стройплощадке. Несмотря на тяжелое положение, ЧААС достиг запланированного объема ежемесячного выпуска и даже перевыполнил его. Однако при выпуске военной продукции возникали и социальные проблемы. Вот, во-первых, это развертывание ивако-госпиталей. В городе несколько ивако-госпиталей. Теперь решение проблем эвакуированных лиц, разных проблем. Особого внимания, конечно, требовали семьи участников и погибших военнослужащих, горожане. Всеми этими, конечно, тоже, видимо, приходилось ему очень активно заниматься. После войны столица Чувашии по сравнению с соседними городами оставалась небольшой. Для роста и развития городу не хватало промышленных предприятий. Мы же и приехали, когда в 49-м году, вот, я посмотрел, тут ходил автобус номер 1, и все. Железнодорожная станция и ипподром, где вот сейчас университет стоит, там был ипподром. Вот это один маршрут был. Это 49-й год. В конце 1955 года Семен Матвеевич был избран первым секретарем Чувашского обкома КПСС. В этой должности он трудился более 12 лет. За это время республика сделала колоссальный рывок в сельском хозяйстве. Построены крупные животноводческие комплексы, развивалось птицеводство, росла урожайность зерновых. Чувашия становится кладовой зеленого золота. На долю республики приходилось 60% хмеля всего Советского Союза. В то время по указанию Никиты Сергеевича Хрущева весь Союз засаживали кукурузой. Только вот климатические условия республики для этой культуры не подходили. Семен Матвеевич не стал сокращать площади под посевы многолетних трав и чуть не лишился партбилета. Он старался не зря. Позже аграрии всей страны начнут ездить в Чувашию за семенами клевера, овса и люцерны, что приносило большой доход. В 1956 году Андрей Кириленко, первый секретарь Свердловского обкома КПСС, выступит инициатором создания совнархозов, а через год Хрущев внесет предложение реорганизовать управление через Советы народного хозяйства. Я выступил против, все остальные поддержали. Мне говорят: вечно ты белой вороной хочешь выглядеть. На прием Хрущев попасть не смог, он меня не принимал. И решение ЦК состоялось. Через некоторое время в Горьком состоялось совещание руководства 5 республик и областей региона. Семен Матвеевич был против укрепленных совнархозов. Он считал, что в каждой республике или области должен быть Совет народного хозяйства. Когда Семен Матвеевич стоял на трибуне, и Никита Сергеевич пытался его забить вопросами. Но Семен Матвеевич достойно все это. А многие, когда начинают забивать вопросами, многие убегали с трибуны. Руководители других субъектов, так скажем, регионов. Семен Матвеевич достойно выждал, и после целой тирады этих вопросов, комментариев, продолжит свое выступление. Вначале был создан Чувашский совнархоз, который очень много дал республике. Через 3 года он преобразуется в Волговятский совет народного хозяйства и прогорит. Семен Матвеевич продолжит добиваться встречи с Хрущевым, но безуспешно. Их взгляды не совпадали, но должность Ислюкова сохранялась. По сельскому хозяйству республика входила в первую десятку. Позже будет создана чрезвычайная комиссия по взысканию хлебных ресурсов. План Чувашия выполнит, но государство будет требовать еще. И это было непростое время. В 1964 году главой государства назначается Брежнев. Их первая встреча с Семеном Матвеевичем продлится более 2 часов, когда как с остальными руководителями не более 5 минут. Потом к 85-летию Семена Ислюкова газета «Советская Чувашия» выпустит материал с заголовком «Брежнев». Его мог слушать часами. Вернулся Чебоксары, а мне звонки идут из Москвы. Особенно часто Полянский на проводе. И он спрашивает: что ты сделал с товарищем Брежневым? Ведь на каждом заседании президиума ЦК вспоминает о беседе с тобой. Твои мысли пересказывает. Затем Кулаков звонит: хотим тебя назначить министром по хмелеводству. А я действительно на примере хмеля рассказывал Брежневу, как мы безграмотно, топорно решаем вопросы сельского хозяйства. Чувашия – одна из густонаселенных республик.
Из-за малоземелья и недостатка рабочих мест жители сельских районов семьями выезжали в другие регионы страны. Среди выезжающих преобладала молодежь. Решить проблему могло только ускоренное развитие промышленности. Буквально за семилетку в республике зарождаются десятки предприятий. В 1960 году развернулось строительство химкомбината, на базе которого вырос новый город Новочебоксарск. В результате были созданы несколько десятков тысяч рабочих мест. Вы знаете, он искренне все-таки любил свою Чувашию. Искренне от души. И ведь вот эта аллея вот идет, которая до Новочебоксарска березами. С его указания эти березки были посажены. Он умел смотреть наперед. По трассе уже тогда днем и ночью двигались большегрузы. Воздух нужно было очищать. Строительство тракторного завода способствовало дальнейшему развитию города Чебоксары. Я считаю, этого человека, его можно сравнить с Яковлевым, его можно сравнить с Бичуриным. Вот человек, который, ему даже можно памятник поставить только за то, что он сюда, грубо выражаясь, притащил Чебоксарский завод промышленных тракторов. Ведь можете представить, что сколько областей Советского Союза, 15 союзных республик, сколько автономных республик. И надо было обойти, надо было согласовать, и этот завод, а этот завод ведь промышленных тракторов, это как КАМАЗ, как Тольятти. Ну вот не было бы этого завода, разве были бы такие Чебоксары? Нет. Помощь в открытии предприятия оказывал и Андриан Николаев. Они вместе с Ислюковым сделали все возможное, чтобы завод промышленных тракторов оказался в столице Чувашии. И Семен Матвеевич неустанно всегда повторял: комплексное строительство завода. Комплексное строительство завода. Еще раз повторяю, комплексное строительство завода. И они сделали таким образом, строили ведь мы не только производственные корпуса. Вот когда я возвращался с тракторного завода, то до 30 кранов одновременно, не считая площадку завода, стояло в Новоюмужном районе и строили то ли это жилье, то ли объекты соцкультбыта, то ли дороги. Ну вот даже взять один проспект тракторостроителей у нас чего стоит. За счет тракторного завода были построены 20 детских садов, 21 общежитие. За счет тракторного завода были построены в области медицины медсанчасть тракторного завода. Она ведь должна была быть маленькой, 5-этажной, потому что город по тем размерам не вписывался, или наоборот, медсанчасть тракторного не вписывалась в такой город. Но тем не менее мы пробили и сделали все, сделали вот ее 12-этажной, сделали поликлинику на 960 посещений, свою поликлинику на тракторном заводе. Тракторный завод построил дворец культуры тракторного завода и очистные сооружения, которыми мы пользуемся по сегодняшний день. Ведь Чебоксары стали, благодаря и Семену Матвеевичу, и всем руководителям, жемчужиной Поволжья. Ну, тогда ведь как у кого не спросишь, а где Чебоксары? А как где? Между Нижним Новгородом и Казанью. Вот определение города. Если бы эти руководители не привели, это все, как говорится, в чувство. Как у Ильфа Петрова, Чебоксары были бы этими Васюками, так и остались. А благодаря этим руководителям, благодаря всего и нынешним, которые сделали для того, чтобы, как говорится, это все, но остальное надо, самое главное, что Семену Матвеевичу отдать, это забота была о людях. Для новых предприятий требовались квалифицированные кадры, поэтому в республике начинается строительство университета. Значит, весь 1967 год Ислюков посвятил открытию Чувашского
государственного университета. Он говорит, что даже некоторые работники Министерства просвещения СССР и России были против открытия университета, но с помощью Брежнева все-таки же университет открыли, пишет Илья Павлович Прокопьев. Бурная деятельность Ислюкова на посту первого секретаря обкома КПСС была неожиданно прервана в начале 1968 года. Официальной версией стало состояние здоровья руководителя, однако имеются и другие версии. Видимо, здесь сыграла позиции Никиты Сергеевича Хрущева. Никиты Сергеевича Хрущева. Вот, ну, и в источниках, в книгах написано, в воспоминаниях написано, что Семен Матвеевич, отстаивая интересы своей родной республики, он был против ликвидации Чувашского совнархоза. Просил и настаивал, что совнархоз надо сохранить ради обеспечения дальнейшего развития нашей республики. Потом по вопросам интенсификации сельскохозяйственного производства, там, культуры земледелия, вот, какие культуры у нас наиболее урожайные, какие не очень урожайные. Вот. И Семен Матвеевич открытым текстом выступал по этим вопросам на форумах и всесоюзного уровня, и всероссийского, и зонального уровня. Во главе республики ставят Николая Вороновского, который на год старше Ислюкова, а Семен Матвеевич становится председателем Президиума Верховного Совета Республики. Там он проработает еще 17 лет. Как высококвалифицированный юрист он совершенствует работу Советов. Чуткое и внимательное отношение к запросам и нуждам трудящихся, проявляемое Семеном Матвеевичем, становится примером для всех членов Президиума Верховного Совета. Варшнине астум-астып дигамада. Хаклана только. Пресекретарь тавалланна булмаллан. Хойын шоушнигалары. Ыйтредет. Мандын эшлемедезе. Секретарь. Вот. Куда мы же Вороновский ларзасын, перегеджа, ыйду бажа. Мы же секретарь замешлемесюдезе. Вот. Вот Семен Матвеевич секретарь не хой Николаны, манный дезет. Вороновский, бежен уйромных полно. Входа заяман Семен Матвеевич. Иду тапранда был засын, был ябр эшлеттерне тума. А Вороновский республикан Халы бір піші, халыға пілмезір, республикана пілмезір, шанны секретарь земтавасы. Вот. Үйду мәжін пұшланды нет, тавшырза иле имен. Но секретарь зембе келішмен, әшлені беле. Вот. Иге ямала. Хакланы икіште пәрбеге. Но үйдуға татсабаны тәрлерен. Очень доступный. Очень доступный. Всегда внимательно выслушивал. Взгляд был такой внимательный, доброжелательный. Вот. Ну, желающий, вот, выражающий желание помочь, подсказать хотя бы советом. Или может быть, конкретными делами. И вот в моем понимании, в моей памяти он вот таким остался. Пользовался большим заслуженным авторитетом перед трудящимся республики. Семен Матвеевич, он в памяти людей нашего поколения. Мы его знали как выдающегося деятеля партийной, государственной и общественной жизни. Где бы он ни работал, кем бы он ни был, он остался
уважаемым человеком народа нашей республики. Его знали не только в нашей Чувашской республике, его знали и во всех соседних республиках, с уважением относились к нему. И взаимно Семен Матвеевич сам всегда старался бывать в соседних республиках и областях. Я благодарен судьбе своей, что мне пришлось работать в те годы, когда Семен Матвеевич возглавлял партийные организации республики. Ислюков продолжительное время возглавлял комиссию по борьбе с эрозией почв. На примерах колхозов «Ленинская искра» Ядринского, имени Ленина Ячикского и «Путь Ильича Урмарского» учил руководителя методом борьбы со страшным бичом. В селах он, конечно, по-русски никогда не выступал, на простом чувашском. Очень многих знал по имени, там, бригадиров, директоров, уж само собой. Но знал республику, самую глубинку, кто чем живет. Даже границы колхозов. Вот здесь границы вот этих двух колхозов проходят. И не просто там вот центральные усадьбы колхозов, нет, и совхозов, там совхозы тоже появились. Нет, ну, это дорогого стоит, Семена Ислюкова интересовали все сферы жизни республики. При его непосредственном руководстве были сооружены и введены Чувашский драматический театр имени Константина Иванова и Русский драматический театр, Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашская государственная филармония, дворцы культуры предприятий, музеи и библиотеки. Была такая история. Чувашский драмтеатр, когда они строили, выложили фундамент, подняли кирпичей 16, по-моему, он говорил уже. И вдруг Хрущев издает указ, что все объекты соцкультбыта заморозить. Всю ночь не спал, он мне рассказывал. И что же делать? И наутро, говорит, ко мне пришло решение. Он пригласил директоров Чувашкабеля, тракторного завода, приборного, ну и других заводов, как уж они по-другому, может, назывались в то время. И они приняли решение. Театр чувашский достроим. И у них получилось. Но после этого он говорил, что его вызывал, конечно, Хрущев. Его чуть не сняли с должности, потому что он тогда был первым лицом республики в это время. Он не пропускал ни одной выставки, ни тематической, ни юбилейной, никакой выставки не пропускал. Художественные произведения писателей чувашских, многие произведения он еще читал еще в рукописи, чтобы вовремя высказать свое мнение, вовремя подсказать, что усилить, что ослабить. И такой вот не пропускал в репертуаре наших театров ни одного нового спектакля. Всегда знал и не просто посещал. Он после спектаклей встречался с людьми, и не только, да, на всех съездах союзов, творческих союзов участвовал. Не только здесь, в Чувашии, но его избирали и делегатом на российские съезды, участвовал, выступал там. И вот творческие союзы, я считаю, он постоянно опекал и помогал. После выхода на пенсию Семен Матвеевич работал ответственным секретарем в Республиканском комитете защиты мира, а затем заместителем председателя. Он немало сделал для повышения авторитета этой организации, обладал огромной трудоспособностью, продолжал работать во благо республики и переживал за распад СССР. В 90-е годы очень глубоко переживал. Я считаю, что 90-е годы у нас они были переломными не только во всех сферах общественных отношений, но и в душах людей. И поэтому вот мне как-то кажется, что недооценили Семена Матвеевича именно в 90-е годы. Как-то вот он немножко оказался в изоляции. Хотя опыт, который он имел, он до последних дней, конечно, переживал за республику. И только за республику, за людей переживал. Вот опыт, который он имел, он бы мог бы быть полезен, и особенно в такое вот крутое переломное время. Ислюков скончался на 84-м году жизни.
Современники Ислюкова вспоминают, что он часто приводил чье-то мудрое изречение: «Лучше ярко гореть, чем всю жизнь тлеть». Сам Семен Матвеевич всегда горел ярким светом, освещающим путь развития республики, отдавая все свои знания, здоровье и силы служению чувашскому народу. И даже в своем предсмертном письме на имя президента Федорова он писал: «Лишь бы это было не во вред Чувашии». В письме самое главное: Николай Васильевич, не навредитель республики. Вот это самое... И некоторые советы, что нужно так, вот что-то там сделать. Время неумолимо мчится вперед, но светлый образ Ислюкова, его большие дела по социально-экономическому развитию республики, государственный подход, верность идеалам добра и справедливости всегда будут служить ярким и бесценным примером для нынешнего и будущего поколений, навсегда останутся благодарной памяти чувашского народа. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить правительство Чувашской Республики за то признание его достоинств, за признание его заслуг, что было принято все-таки решение и названа его именем улица, что на улице Ленинградской, дом 14, на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска. Мы, родня наша, все очень гордимся. Даже моя внучка, проходя мимо этого дома, она всегда останавливается, хотя ей всего лишь 5 лет, она всегда с гордостью смотрит и говорит, что это ее прапрадедушка. Этот человек заслуживает того, чтобы был и памятник ему, чтобы была улица. Но в конце концов там какая-то накривая, там сколько-то, несколько домов и все. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь в том, что там развитие этой улицы получит, но не знаю. За большие заслуги перед Родиной Семен Ислюков удостоен орденов Ленина, Октябрьской революции, 3 орденов Трудового Красного Знамени, орденов Дружбы народов, знак почета и многих медалей. Имя Семена Матвеевича занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. Ему присвоено звание почетного гражданина города Чебоксары.